Еще с первобытных времен принято относиться к деревьям с уважением. Считалось, что в них переселяются души покойных и оберегают живых от злых сил. Но даже тогда среди всего лесного многообразия особое внимание и забота доставалось лишь одному, а точнее одной. Ее называли любимицей бога солнца, ведь именно он, по мнению людей того времени, позволял магическому дереву оставаться зеленым круглый год. О символе бессмертия, вечной молодости, а сегодня уже о главном атрибуте новогодних праздников будем говорить в ближайшие полчаса. В эфире «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Ель живая или искусственная? Какой из них сегодня отдают предпочтение обычные белорусы и что говорят специалисты? Выбираем ель по науке и по закону. Большой разговор в студии программы с экспертом. И как сохранить главный символ волшебного праздника, узнаете уже скоро. Сегодня уже невозможно представить Новый год и Рождество без нарядной зеленой красавицы в доме. Откуда пошла эта традиция и когда именно ель стала главным атрибутом зимних праздников? Ответы в нашем первом сюжете. Мода наряжать хвойные на Новый год и Рождество пришла к нам задолго до повсеместного распространения христианства. В Древней Руси считалось, что в ветвях елей обитают духи, которых люди пытались задобрить, украшая их место жительства различными декоративными элементами. Считалось, что наличие таких деревьев в доме станет символом того, что проживающие здесь люди всегда будут счастливы и окружены благословением высших сил. Впервые обычай устанавливать в доме ель на Рождество появился примерно в VII веке, когда святой Бонифаций с целью привлечь к христианству язычников в Германии срубил дуб, который для тех был священным. Таким образом, проповедник хотел показать, что его не постигнет гнев бога Тора, на которого молились местные жители. Дуб, падая, повалил вместе с собой несколько других деревьев, и лишь ели удалось устоять. После этого Бонифаций прозвал ее «деревом младенца Христа». Правда, изначально ели не наряжали, а просто ставили в доме. Впервые украшение, а именно звезду на верхушке дерева, разместил Мартин Лютер в 1513 году, после чего уже на ветвях стали развешивать и другие декоративные элементы. Праздничный предновогодний сезон – традиционно нелегкое время для хранителей леса. Несмотря на то, что производители сегодня готовы доставить вам прямо домой искусственную новогоднюю красавицу любых размеров, цветов и формы, остаются и те, кто традиционно предпочитает ель живую. Прямо сейчас попробуем понять, как выбрать елочку по науке и, что важно, по закону. Главный лесничий Минского лесхоза уже в нашей студии. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Сергей Нижник, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. В 2009 году окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности лесное хозяйство. А в 2015 году Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Беларуси по специальности охрана труда в отраслях непроизводственной сферы. Трудился в Вилейском лесхозе лесником Костеневичского лесничества, инженером-радиологом, помощником лесничего Бережковского лесничества, а с 2015 по 2019 инженером по охране труда и начальником бюро по охране труда Минского лесхоза. Сергей Валерьевич, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что мода на искусственную елку уже уходит в прошлое. И все чаще сегодня можно услышать о том, что белорусы к Новому году разыскивают, так сказать, свою живую ель. Что по этому поводу говорит статистика? Есть какая-то динамика, тенденция? Конечно, однозначного ответа нет, что на сегодня более популярно искусственное новогоднее дерево или живое новогоднее дерево. К сожалению, у нас статистики по реализации искусственных елей нет. Но наши данные за последние пару лет по реализации живых елей говорят о том, что немножко процент реализации уменьшается. Но это не повод говорить о том, что живая ель как-то теряет популярность или актуальность. Да, мы, как и в прошлом году, лесхоза Минской области запланировали реализовать населению около 40 тысяч новогодних деревьев. На сегодняшний день это актуально и популярно у наших жителей. Знаю, что несмотря на базары елочные традиционные, да, вот они открываются где-то за неделю-две до Нового года, да, многие все-таки предпочитают пойти в лес, выбрать там елочку
которая понравится, да, и, так сказать, уже самостоятельно, как добытчик, мужчина принести ее домой. Я знаю, что сегодня так можно сделать абсолютно на законных основаниях. Расскажите вот об этом. Да, в принципе, это возможно, это все законно. Если есть желающие семьи приехать и самим выбрать новогоднюю красавицу, это надо обратиться в лесничество, которое недалеко находится от места проживания, проследовать с лесной охраной в отведенное место, где заготавливается новогодняя ель, и совместно под наблюдением лесной охраны произвести вырубку понравившегося себе дерева. Вот вы сказали, заготавливаются специально для желающих, так сказать, из леса привезти. Это как-то заранее? Сколько растят? Расскажите, это какой-то определенный питомник, что ли, в каждом лесхозе? Для этого в каждом лесхозе практически создаются новогодние плантации. Это специальные отводятся места для выращивания новогодних елей, и они предназначаются, эти плантации, только для реализации в новогодние праздники. На этих плантациях, конечно, более уход за этими деревьями. Где-то формируется крона, ухаживают за них, чтобы все-таки они имели более торговый вид. Также новогоднее дерево заготавливаются при расчистке квартальных просек. Ну, если своими словами сказать, это заготавливается там, где елочка в дальнейшем не сможет достигнуть возраста, спелости, то есть создать насаждение, древостой. Поэтому ущерба такового, как думают, что вот натуральные ели вырубаются, для природы оно не наносит. Не губительно Не для губительно, природы. да, эти действия. Вот интересно, где сырье, что называется, берете? Это саженцы высаживаете или прям с семенами? У нас в каждом лесхозе Минской области практически имеются свои питомники, где мы выращиваем посадочный материал и своим посадочным материалом создаем школьное отделение в питомниках, а потом мы со школьных отделений создаем вот эти новогодние плантации. Школьное отделение, это вот по аналогии, что маленькие, да? Ну, практически, да. У нас вот семенное отделение есть, посевное и школьное. То есть научное сопровождение и здесь тоже. Без науки никуда. Без науки никуда, да. Ну хорошо, вроде как все условия созданы, да, можно вот и прям в лес поехать, и самому выбрать. Но остаются ли те, кто, так скажем, без спроса, без разрешения и без контроля охраны лесной едут с топориком за пазухой? Проблема незаконной рубки, она по-прежнему остается? Сказать, что на сегодняшний день, что случаев таких вообще практически нету, конечно, я не могу. Ежегодно попадается один-два нерадивый человек, который все-таки захотел попробовать вот этой незаконной добычи новогодней ели. В наше время это очень дорого и не актуально. Ну, я ж не думаю, что вы прям все время в лесу сидите в предновогодние дни и стережете елки. Наверное, какие-то современные технологии пришли на помощь, чтобы выявить вот таких вот нерадивых. С 18 декабря у нас вся лесная охрана переходит на усиленный режим патрулирования. В каждом лесхозе создается как минимум по 2 стационарных поста. Это где лесная охрана производит досмотр транспортных средств, а также ежедневно производится патрулирование Гослесфонда. Основной упор мы, конечно, уделяем на хвойные молодняки, это еловые, сосновые насаждения. Конечно, нам в помощь, это, как всегда, наши фотоловушки. В этом году будет задействовано более 200 фотоловушек, которые будут размещены в этих хвойных молодняках, где более подвержены к незаконным рубкам места. Также у нас мы очень плотно работаем с инспекцией охраны растительного и животного мира и согласованные графики с госавтоинспекцией, которые также нам помогают останавливать транспортные средства, досматривать на незаконный провоз новогодних деревьев. Ну вот если ты берешь елочку в лесхозе, так сказать, с разрешения, все по закону, даются же определенные бумаги, то есть, да? Конечно, на каждое новогоднее дерево дается квитанция с оплатой, фамилия, оплата, подпись, кто выдал, в каком лесничестве или торговая точка. Конечно, это все дается на провоз. И тогда уже, если инспектор ГАИ останавливает, ты предоставляешь бумаги и без вопросов едешь дальше. Да. На сегодняшний день статьей 15.22 Кодекса административных правонарушений предусмотрено наложение штрафа на физическое лицо от 5 до 50 базовых величин, на юридическое лицо от 50 до 300 базовых величин. Но при этом нарушитель должен оплатить еще ущерб, это 1 базовая за каждое срубленное дерево, и оплатить по действующему прескуранту стоимость новогоднего дерева. Поэтому тут тройная оплата получается, очень большие суммы за незаконную вырубку
Ну, деревьев. рисковать точно не стоит. Ну, да. Хорошо, в продолжении, так сказать, темы сохранности природы, знаю, что несколько лет назад вами была инициирована акция «Сохрани символ праздника». Она стала традиционной? Да, и в этом году под эгидой Министерства лесного хозяйства мы снова проводим данную акцию «Сохрани символ праздника». Эта акция пройдет во всех районных городах, больше 30 тысяч населения. Смысл этой акции заключается в том, покупатель покупает новогоднее дерево в катке, она служит новогодней елочкой в новогодние праздники, а потом сохраняет ее до весны и высаживает на малой родине. Мы каждому покупателю будем раздавать памятку по уходу за деревом, как ее можно сохранить, высадить по весне на приусадебный участок или малой родине. Ну что ж, уже совсем скоро мы перейдем к более, наверное, приятной части разговора, на что следует обратить, разберемся при выборе новогодней красавицы и стоит ли за ней каким-то образом ухаживать. Ну а прямо сейчас я предлагаю посмотреть сюжет моих коллег. Они отправились в Институт леса. Давайте посмотрим на разработки наших ученых. Посчитать возраст дерева можно по мутовкам. Вот, к примеру, 1, 2, 3. Ну и так до низу. Но это когда деревце небольшое. Потому что, если, например, посмотреть на сосну либо елку, которой 50 лет, то внизу мутовок вы уже не увидите. Тогда возраст можно посчитать по годичным кольцам. Стоит Егору Васильевичу покинуть стены рабочего кабинета и отправиться на одну из подведомственных Институту леса экспериментальных баз, а всего их 3, как тут же, с его лица исчезает всякая серьезность, и кажется, здесь он чувствует себя как дома. Сейчас мы находимся на территории лесного питомника Кореневской экспериментальной лесной базы, где выращивается как лесной посадочный материал, так и декоративный. Также новогодние ели в преддверии праздника выращиваются непосредственно здесь для реализации населению. Только на этом участке, он, кстати, даже оборудован системой видеонаблюдения, выращивается более 50 видов различных деревьев, в том числе декоративных, и не только. База занимается выращиванием цветов. И здесь, также рядом с питомником, находится участок по производству композиционного полимерного состава карпансил, да, который по результатам разработок наших ученых Института леса производится здесь. Этот материал защищает корневую систему от иссушения. Для хранения посадочных материалов питомник оборудовали холодильниками, а еще 4 теплицы с посадочным материалом закрытой корневой системы актуальна. Это особенно для южных регионов страны, где порой на посадку леса климатические условия оставляют не более недели. Что же касается растений с закрытой корневой системой, их можно использовать в течение всего года, а точнее вегетационного периода, то есть с весны до осени. Вот такое вот растение выросло у нас за 1 год. Весной посадили семечко в субстрат, ухаживали за ним, и вот таких размеров оно выросло за 1 год. Потом это мы садим в лесу. То есть специальное устройство, делается лунка, опускается растение, притаптывается, и все. И дальше растет лес. И через 81 год можно будет его рубить. Если сумеем сохранить и защитить от короеда и от прочих вредителей. Мы будем стараться это сделать. Это «Наукомания», в студии Екатерина Березская. Мы продолжаем разговор о главном символе новогодних праздников. И не пропустите финальной части программы. Русская, американская, норвежская, что сегодня украшают белорусы в своих домах. Как не проколоться при выборе новогодней красавицы и топ самых необычных праздничных деревьев и их украшений в эфире уже скоро.
Я знаю, что сегодня известно, очень много видов хвойных растений, да, это русская, норвежская, голубая ель, пихта. Какие виды и сколько их можно встретить у нас? Действительно, с каждым годом и частные юридические лица, индивидуальные предприниматели предлагают разные виды новогодних деревьев. Но я бы посоветовал все-таки нашим гражданам придерживаться нашей традиционной ели, сосне. Все более она становится актуальной. Все с каждым годом люди покупают все больше и больше. Ведь елочка — это традиционное дерево, атрибут, который ассоциируется с этими рождественскими новогодними праздниками. А что касается, скажем так, сохранности? В первую очередь надо, когда принес елочку домой, дать ей пару дней адаптироваться, подержать ее на балконе или на каком-то прохладном месте, чтобы не сразу большие перепады температуры были. Также надо выбрать место, чтобы не близко около батареи, немножко ее поворачивать, чтобы свет падал со всех сторон. На сегодняшний день много способов ухода, и я думаю, каждый он по-своему хорош, поэтому как человек отнесется к елочке, к этой, так она у него, конечно, и порадует дольше времени. А что лучше, в воду, скажем так, некоторые банки ставят, да, елочку в воду, как цветы, да? Кто-то, наоборот, там землю, песок, что? Тут тоже однозначного ответа нету. В песок тоже потом со временем поливается. Это может просто для укрепления елочки, чтобы поставку не применять. Поэтому можно и в воду, можно и в песок. Главное соблюсти эти все требования по температурному режиму. Ну что ж, буквально через несколько минут мы с вами продолжим разговор, а прямо сейчас у нас есть еще один сюжет, давайте смотреть. Все лесхозы Гомельской области, а также Национальный Припятский парк и лесные экспериментальные базы сегодня, если можно так выразиться, обслуживаются в генетическом банке семян, организованном более 10 лет назад сотрудниками Института леса. Правда, изначально, рассказывают нам здесь, цель создания подобного проекта была немного иной. Изначально его основная функция была это переработка лесосеменного сырья, длительное хранение лесосеменных партий для дальнейшего использования при лесовосстановлении и лесоразведении, то есть создании новых лесов. Ежегодно здесь хранится до 3,5 тонн семян, но прежде их надо добыть, и этот процесс делятся с нами по секрету сотрудники института не из легких. Во-первых, нужно собрать шишки. Мы понимаем, что деревья высокие и нужно задействовать, так сказать, какие-то ресурсы, или вышки задействовать, или уже, соответственно, при рубках леса. Не каждый год плодоносят деревья. Хорошие урожаи повторяются через 2, 3, 4 года. Шишки привозятся в генетический банк, соответственно, их тоже нужно переработать, чтобы раскрылись чешуи. Просто так семена не извлечь из шишек. Есть технологический процесс, когда мы их высушиваем при температуре 45 градусов в течение 12 часов, и тогда чешуи раскрываются, и мы получаем оттуда семена с крылатками. Далее эти семена нужно от крылаток избавить, так сказать, и уже непосредственно подсушить тоже, потому что если семена будут или пересушенные, или наоборот чрезмерно влажные, то они не сохраняются и, можно сказать, просто говоря, портятся. Идеальная влажность, говорит специалист, от 5 до 6%. А вот почему к семенам настолько трепетное отношение, объясняет обычная математика. Со 100 килограммов шишек получить можно лишь 1,5 килограмма семян. Впрочем, сегодня генетический банк используют не только в качестве, скажем так, места хранения, а и как своего рода музей. Сегодня мы занимаемся не только хранением семян, но и созданием различных коллекций для сохранения ценного генофонда лесных древесных видов. В частности, если семена, которые на хранении сейчас, то это базовые коллекции и рабочие коллекции, которые мы фактически храним 2-4 года, и далее уже лесхозы используют их в своей лесохозяйственной деятельности. Есть же коллекционные образцы, которые закладываются на длительное хранение, на 10 лет, на 20 лет. Здесь уже другие технологии используются, но это уже стратегический запас уже на будущее, с учетом всяких катаклизмов, которые мы сегодня
сегодня наблюдаем. Помимо семенных коллекций, генетический банк сегодня создает коллекции полевые. А еще так называемые коллекции инвитро, проще говоря, растений из пробирок и ДНК. Их, как правило, используют для исследований. Но и на этом в Институте леса не собираются останавливаться. Запланировано создать также на базе генетического банка криобанк для лесных древесных видов, где будем сохранять пыльцу растений, которую можно в дальнейшем использовать для контролируемых скрещиваний, получения гибридных растений, которые характеризуются более высокой продуктивностью, более высокой биологической устойчивостью. Ну, мы с вами разобрались, что, в принципе, живая ель дома, да, для природы не губительна. Специально выращиваются в питомниках, специально для того, чтобы продать и чтобы радовало, да. Но все же, вот как вам кажется, искусственная или живая? У каждого на свой вкус, на свое какое-то предпочтение. Ну, только если отнестись к традициям. Все-таки мы с детства нас приучали, что Дед Мороз, подарки, игрушки, родители всегда нам ложили под живую ель. Поэтому, наверное, это с детства как-то привилось, и все, особенно у кого детки маленькие, все-таки хотят видеть дома живую новогоднюю елку. Но выбор, конечно, у каждого свой. Наши белорусские лесхозы, я так понимаю, готовы обеспечить живыми елями всех желающих. Да, мы, в принципе, каждый год к этому относимся очень щепетильно. Мы стараемся, чтобы был и большой ассортимент, и разное по высоте. Кто хочет метровую, кто 2, кто и 3-метровую заказывает. Поэтому мы и в этом году приложим все усилия, чтобы на наших точках лесничества, лесхозов, в районных центрах был достаточный ассортимент и достойные новогодние деревья, чтобы радовали глаз населения. То есть есть даже, ну, скажем так, и по росту, да, они разные. Зависит рост от того, как давно высадили. То есть я так понимаю, что подготовка к новогоднему сезону это не за год и не за 2, да? Да, вот я вам уже говорил, что создаются плантации, поэтому плантации вырубаются, подсаживаются новые деревья, поэтому у нас существуют разные по высоте. Есть и метровые, и 1,5-метровые, и 2- и 3-метровые, поэтому тут все от покупателя. Какая ему елочка надо, такую мы и привезем. Можно заказать. Работают точки, пункты продаж с 8 до 20 часов вечера. Поэтому, если сегодня не нашел то, что себе нравится, можно заказать, мы привезем на следующий день на эту точку такой-то высоты конкретно и подвезем елочку. А вообще часто приезжают с семьями в лес вот выбирать? В последнее время наблюдается тенденция, что все-таки родители приходят вот на пункты продаж, в лесничество с семьями, с детками. И вот основной, наверное, процент, вот детки выбирают себе вот эти новогодние деревья. То есть у ваших, так сказать, специалистов задача вырастить такую елку, которая в первую очередь детям понравится. Ну да, можно так сказать. Сергей Валерьевич, спасибо вам огромное. С наступающими вас праздниками. Пусть Новый год будет счастливым, но это самое главное. Ну и пусть, наверное, такая тема, как незаконная рубка, все-таки окончательно останется в прошлом. Ну а мы с вами не прощаемся. У нас впереди еще самый волшебный и торжественный научный видеообзор. Уверена, вам понравится. Это фотографии одной и той же плавучей елки на озере Лагоа в Рио-де-Жанейро. Высота рождественской красавицы 82 метра. Это самое большое праздничное дерево в мире, а его вес около 540 тонн, входит в Книгу рекордов Гиннесса. Каждый год символ Рождества наряжают по-особенному и устраивают световые шоу различных тематик. Умеет удивлять новогодними елками и Австралия, однако в 2015 году дизайнеры, кажется, превзошли сами себя и построили огромную рождественскую красавицу в Мельбурне из конструктора Лего. Для главного символа зимних праздников потребовалось 500 000 разноцветных деталей. Сотни лучших дизайнеров мира ежегодно сражаются за возможность показать свой арт-проект в одном из самых знаменитых рождественских мест, а конкретно в Париже.
Самой яркой и необычной принято считать перевернутую елку высотой 25 метров, подвешенную на потолке одного из местных торговых центров. Фиолетовая конусная красавица с золотыми декорациями прекрасно вписалась в роскошный интерьер. К тому же она способна менять цвета благодаря множеству огоньков, встроенных в конструкцию. Это была крайняя в уходящем году наукомания. Сегодня мы постарались сделать все, чтобы в традиционно хлопотный предпраздничный период вы как можно быстрее нашли для вашего дома зеленую красавицу, а она, в свою очередь, как можно дольше радовала вас и ваших близких. С вами была Екатерина Берецкая. Увидимся уже в новом 2021 году. Берегите себя, будьте здоровы и, конечно, счастливы. С наступающим!